Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. О чем важном расскажет вам песок, что из потока вам необходимо узнать. Загадайте просто на себя, ни о чем не думайте, нужная информация найдет вас сама. Случайности не случайны, судьба всегда ведет нас туда, где мы можем получить ответы, советы и подсказки. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Смотрите, какая шикарная птица. Огромная птица расставила крылья. Это вы. Вы, как птица Феникс, начинаете взлетать, набирая высоту. Видите, птица устремлена по линии жизни вверх, вверх. Что-то грандиозное вас ждет в ближайшее время. Что-то, чего раньше никогда не было. Что-то, о чем вы уже и не думаете, и не мечтаете, и не надеетесь. Судьба решила вас удивить. Тут по-другому и не скажешь. Удивить. Вы знаете, такое впечатление, что у вас крылья были сломаны. Такое впечатление, что вот через четверку вы сломались. Сломались ваши крылья. Четверка — это у нас отношения. Это семейные отношения, родственные отношения, любовные отношения. Возможно, вы поссорились с родственниками. Либо кто-то важный ушел в иной лучший мир. А может, вы недавно пережили развод, либо тяжелое предательство. То есть четверка сломала вам крылья, но крылья уже отросли. Вы просто еще не проверяли, вы просто еще этого не чувствуете. Вы знаете, большой взлет вас ждет в жизни. Грандиозный, я бы даже сказала. У вас мало того, что крылья уже отросли, срослись, так они еще и длиннее стали, длиннее, чем когда бы то ни было. А на длинных крыльях можно и долго, и очень высоко лететь. Знаете, очень хочется взять оракул и посмотреть, что это за взлет такой. Ну, хотя бы приблизительно, хоть чуть-чуть, да, приоткрыть эту информацию. Потому что образ очень сильный, такая энергетика идет, аж мурашить начинает. И мне, не знаю, как вам, но мне очень интересно узнать, что это. После того, как крылья были сломаны, после того, как они и срослись, и отросли длиннее, вот судьба готовит вам сюрприз. Какой-то прям взлет мне идет. Да? Взлететь высоко. Выше не придумаешь. Ух ты. Ребенок, клевер, дом. У кого-то явно идет исполнение мечты. Особенно все, что связано с созданием семьи, с деторождением, с приобретением недвижимости. Даже вот знаете, как с новым делом, новыми доходами. У кого-то по этим картам, знаете, вот по работе взлететь, либо в бизнесе взлететь так высоко, что на полученные деньги вы и дом купите, и квартиру купите, и не только там, где живете, но и где-нибудь еще там на курорте за границей купите. У кого-то идет после долгого одиночества и безверия, да, вот как уже отчаялись, никому не хотите верить, встретить настоящего, чистого душой человека, с кем вы создадите настоящую семью, теплую, добрую, замечательные отношения, где будет не только любовь и страсть, где будет понимание, забота и дружба. Да. Но у кого-то вот ребеночек, вот прям ребеночек родится, причем талантливый, красивый, здоровый, умный. Да, вот после долгих
лет ожидания, либо очень долгого тяжелого лечения, все-таки ребеночек будет. Что бы это ни было, это прекрасно. Судьба действительно по-настоящему вас удивит, по-настоящему вас порадует. Вы это заслужили. Вы как будто бы через ад прошли, причем очень долгий путь, да, шли через огонь, через лаву, через эти костры, да, шли. Вас останавливали, черти пытались вам помешать, но вы все равно шли, и вы вышли, понимаете? И вышли, и выжили, вы это сделали. Вот мне идет, что вы настрадались, намучились. В каких-то, знаете, терновых кустах пришлось побывать, да, кусты колючие, обдирали, вгрызались к вам в плоть, но вы все равно это все вынесли, вы выдержали. Видите, как новая жизнь вас ждет. Судьба готовит вам сюрприз однозначно. И сюрприз самый лучший. Самый лучший. Не могу сказать, что желанный, вы точно об этом не думаете, либо вы уже в это не верите. Но, тем не менее, оно так и будет. Дальше. Из потока вам говорят, что вам нельзя с чем-то, либо в чем-то спешить, потому что что-то еще не случилось. То есть вы видите картинку как-то под одним углом, не видите ее целиком. Вот, что-то должно случиться. Вам говорят, не спеши. Не спеши на что-то соглашаться, не спеши что-то делать, не спеши во что-то вкладываться, не спеши что-то решать. Что-то должно произойти. И вот когда оно произойдет, тогда полностью видение появится, и вы поймете, как делать, что делать, когда делать, с кем делать. Да? Вот как-то так идет. Какое-то событие на носу прямо у вас, на носу. Опять же, вы не ждете это событие, вы об этом не думаете. Но песок видит ваше будущее. Да? Из потока вам буквально кричат, что не пари горячку, да? Немножко обожди. Что-то должно произойти. И это событие, оно как освещает, да? Все вокруг освещает. И вы увидите все целиком. И тогда уже разберетесь, и что делать, и как делать, и когда делать. Спешить нельзя. Просто нельзя сейчас спешить. Горячку не парите. Научитесь ждать. Да? Либо возьмите себя в руки и немножко подождите. Событие, оно неминуемо случится. Оно уже на носу. То есть это событие каких-то ближайших дней, ну, максимум недель. Ну, 2, не больше. Вот. И все случится, и все станет на свои места. Вот тут показан некий человек, который буквально играет на ваших нервах, как на каком-то музыкальном инструменте. Ваши нервы уже так сильно натянуты, что вот-вот и лопнут. Человек это делает неосознанно, человек это делает не специально. Нет, вы, конечно, не верите, но я говорю то, что я вижу, да, то, что вот передают из потока. У человека что-то в голове затуманено. Возможно, этот человек обманут. Возможно, этот человек под какой-то негативной установкой находится. Возможно, на человеке порча либо приворот. Тоже может быть. Поэтому человек творит такую дичь. Человек не отдает отчета в том, что он создает вот такие ужасные травмирующие вас ситуации. Но вам из потока говорят о том, что человек скоро очнется. Когда человек очнется, все очень сильно между вами поменяется. Поменяется так сильно и радикально, что это будет казаться, ну, дурной сон. Да? Был дурной сон, и он развеялся. А вот она теперь настоящая жизнь. Что это за негатив? Я не могу сказать. Вы все разные. Да и люди, да, которые под негативом, все разные. Даже, знаете, у кого-то может отыграться травма. Да? Человек мог получить травму. И эта травма так вот исказила ситуацию, да, в негативную сторону. А может быть, какие-то проблемы, там, не знаю, в делах и на работе. Может, действительно кто-то приворот делал, либо порчу накладывал. Такое тоже может быть. Вот не все такие сильные, как вы. Многие люди очень слабенькие, особенно в энергетическом плане. У них нет защиты. И они даже как не верят в это. А потом жизни разрушаются. Либо люди ведут себя как попало. Но вот здесь показано, что человек точно очнется. Очнется, за голову схватится и скажет: Господи, что ж я натворил? Либо что ж я натворила? Да? И очень сильно
ударит этого человека его совесть. Прям, знаете, такая пощечина жесткая. И этот человек просто в панике будет находиться и будет метаться, как этот уж на сковородке, да, будет пытаться всеми возможными способами, ну, во-первых, извиниться перед вами, а во-вторых, откорректировать, исправить ситуацию, которая возникла. Да, вы скажете, уже поздно, но был же повод, была причина. Человек не ведал, что творил. Человек был в помешательстве, понимаете? В помешательстве. Мара была на этом человеке. Человек как во сне жил, да? Как в каком-то тупом фильме, понимаете? Вот как-то так мне идет. И с одной стороны, конечно, забыть будет сложно, простить будет сложно, но когда вы увидите эту искренность, да, неподдельную искренность, возможно, ваше сердце дрогнет, и, возможно, это будет именно та точка, тот узел, который все исправит. Да, вот момент перехода, отношения станут лучше, выше, надежнее, спокойней, более такие доверительные, да, вот как бы есть такой шанс, есть такая возможность. Но опять же, будете решать вы и только вы. Заставить вас никто не может и не будет заставлять. Все в ваших руках. Ваша жизнь в ваших руках. Вот вы прекрасная птица. Никто вас не ограничит. Захотите, крылом махнете, взлетите и все. Скажете чао, какао. А если поймете, что да, человек действительно сам в шоке от того, что натворил, и вы поверите этому человеку, то да, возможно, отношения действительно станут нормальными, адекватными, ну, по крайней мере, улучшатся, да, намного улучшатся, настоящими, да, вот мне идет слово настоящими станут эти отношения. Дальше с правой стороны показывают некую ситуацию, где вы каких-то людей побьете. Я не могу понять, в прямом смысле, в переносном, ну, скорее всего, в переносном, да. Я сомневаюсь, что вы увлекаетесь тем, чтобы ходить людей бить. Ну, мало ли там, может, вы рукопашкой занимаетесь, либо вы там боксом занимаетесь, чем-то таким занимаетесь. Во-первых, вы их побьете. Во-вторых, вы их переиграете. В-третьих, вы их буквально накажете. Эти люди против вас играют не по правилам. Их много, вы одна, либо вы один. Но будучи даже одним, вы гораздо сильнее, чем эти люди. Со всеми их там этими триками, да, хитростями, шулерскими штучками, да, вы все равно сильнее, объективно вы сильнее, чем они. Просто вы еще себе не разрешили выиграть, вы не разрешили себе себя проявить. Но будет такой момент, когда буквально вас, ну, как в угол загонят, да, и вам некуда будет деваться, вам не оставят места для маневра, и тут кровь закипит. Вы таким себя еще не знали. Понимаете, у вас, ну вот все вот это скрытое, сдерживаемое, да, очень долгое вы сдерживали свою силу, оно прям прорвется, да так мощно, что эти люди, они буквально вот кубарем падают, приседают, им страшно, они в шоке от того, что они пробудили вот эту праведную злость, праведный гнев у вас. То есть они на такое не рассчитывают. Они рассчитывают вот толпой вас загнать, да, вас обидеть, либо там, ну, починить себе, либо принести вас в жертву. Но этого никогда не случится, потому что эти люди неосознанно играют с огнем. Вы огонь, который выжигает любое зло. Просто вы себя сдерживаете. Не было еще в жизни повода, да, чтобы себя по-настоящему проявить свою силу. Вот эти игроки, либо кто они там, конкуренты, либо соперники, да, они очень сильно пожалеют. Это будет точка невозврата. Вы же расцветете, вы же заработаете себе репутацию, вы же обратите на себя внимание важных людей. Вы прославитесь буквально в этой ситуации, да, потому что ситуация очень неправильная, очень нечестная, когда все против одного идут, но один окажется сильнее, чем все. Что это? Это выяснение отношений, это ссоры, это конкуренция, это какое-то соперничество, там, спорт, работа, бизнес. Я не могу сказать, вы разные. Но то, что я вижу вашу победу и поражение этих нечестных игроков, да, это 100% произойдет.
вы буквально их там, не знаю, запугаете, они описаются, обкакаются. И это как-то очень сильно повлияет на этих людей. Они станут невидимками, они станут незаметными. Они, знаете, вот потеряют честь и достоинство, да, после всего этого события. Вот как-то так мне идет. Переиграете, однозначно переиграете. Дальше. Вот тут показывают, что вас обманывают, но вы почему-то хотите этого. Возможно, вы общаетесь с каким-то человеком, который рассказывает вам сказки Венского леса, а вы почему-то хотите в них верить. Но вас не так-то легко обмануть, ваше сердце протестует, ваша интуиция прям кричит, что это все обман, это все неправда. Вы знаете, человек, конечно, сладко поет соловьем, и да, вам приятно это слышать, да, но все равно правда раскроется. Судьба найдет способ до вас достучаться, судьба найдет способ открыть вам глаза. Я не вижу, что вы сильно расстроитесь, нет. Я вижу, что вы больше будете доверять своему сердцу, своей интуиции. Это очень показательная ситуация, где вы, как сильная личность, да, вы учитесь на своих ошибках, и вы учитесь доверять себе. А доверие себе – это самое главное, что должно быть у человека. У вас это точно будет. И да, иногда нам хочется слышать какие-то сладкие обещания, либо сладкие речи. И не хочется верить в плохое. Но с другой стороны, здравый смысл и защита себя и своих приоритетов должны быть все-таки на первом месте. И у вас именно так и будет. Дальше. Показывают счастливую встречу. Счастливая встреча с человеком, у которого на голове какая-то необычная шапка. Человек, который многого в жизни добился, тяжелый путь прошел, как и вы. Но человек, ну вот как в лучах солнца стоит. Может быть, это человек известный, там, популярный. Может быть, у человека много власти в руках, да. Но что-то есть. У вас встреча с этим человеком. И я вижу, что этот человек к вам относится как к ребенку. То есть как относится к детям? С любовью, с лаской, с заботой, с желанием защитить, покровительствовать, да? Оберегать. Вот именно так к вам будет относиться этот человек. Будет это любовная история, либо дружеский союз, либо какой-то деловой союз. Я не могу сказать. Вы все разные. Но то, что это повлияет на вашу жизнь, это 100%. Судя по всему, у вас в жизни нет того человека, кто может вам покровительствовать и действительно вас защищать, да, относиться к вам как к ребенку. Нет, мы не берем в расчет родителей. Понятно, что родители — это святое. Мы говорим про людей, которые нас окружают. У вас нет такого человека, возможно, никогда и не было. Возможно, вы в принципе не знаете, как это иметь покровителя, иметь того, кто оберегает тебя, защищает, кто решает твои проблемы, кто не дает тебя в обиду, когда не самой нужно рваться на кусочки, да, самому рваться, а когда есть некто сильный, кто за тебя порвет кого угодно. Вот это новое ощущение, это нечто такое, к нему быстро привыкаешь, оно приятное. И я вижу, что ваш союз, каким бы он ни был, я уже говорила, да, и любовный, может быть, и дружеский, и деловой, вот он идет в долгую. Этот союз, он как-то выправляет вашу линию судьбы. Вот что-то будет, явно что-то будет, всесторонняя поддержка, защита, ну, либо действительно любовь, да, что-то будет, выправляет вашу линию судьбы. Линия судьбы была неровной, и где-то она даже прерывалась, да, когда прерывается, обычно это какие-то неприятности очень серьезные, болезни, либо даже несчастные случаи. Но благодаря этому союзу линия, во-первых, выравнивается, во-вторых, она становится такой четкой, я бы даже сказала, толстой становится, да, без всяких пунктиров, без всякого прерывания. Вы точно будете в союзе. И этот союз, он как какое-то благословление свыше для вас. Вот прям, да, вам будут завидовать, люди будут говорить: да ты счастливая, да ты счастливый.
ты с таким-то человеком общаешься, да, либо у тебя такие знакомства, да, вот прям так будут говорить. Ну, значит, так положено, значит, вы это заслужили, значит, все это по судьбе происходит. Главное, чтобы вы не отказывались. Главное, чтобы вы себя в этом союзе позволяли любить, либо позволяли, чтобы о вас заботились. Это важно, да. Иногда люди прям совсем не умеют расслабиться и не позволяют никому о себе заботиться. Это плохо. Научитесь. Позвольте этому случиться, и поверьте, вы не пожалеете. Так, еще из потока здесь показан момент, когда вы из себя какой-то старый, как ветошь какая-то, вот материал или что это, какие-то тряпки, может быть, что-то вы из себя сбрасываете. Момент очищения, момент избавления, момент, может быть, даже какой-то переоценки жизни. В этом плане вы, кстати, человек очень консервативный, и вы очень сильно не хотите прощаться с прошлым, да, вы считаете, что вот было там хорошее, плохое, это ваш опыт, и он ценен и в хорошем проявлении, и в негативном проявлении. То есть, в принципе, как бы держите, да, на себе это все там с последних сил. Оно уже разлазится, оно уже спадает с вас, а вы все равно держите. Ну, тут судьба постарается, и судьба вас точно переоденет. Причем ветошь снимет, а оденет в какие-то красивые, нарядные одежды. Вы очень преобразитесь, как внутри, так и внешне. И судьба это делает для вас, Вселенная делает, Создатель делает для вас, потому что вы этого достойны, вы этого искренне заслужили. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.